Смотрите в новогоднем выпуске Вестника Харасхал. Новогодний праздник «Волшебная страна Харасхал». Проект «Новогодняя сказка» благотворительного фонда Харасхал. Подводим итоги 2017 года. Уже второй год в торговых рядах Кружала проходит новогодний праздник для воспитанников фонда «Волшебная страна Харасхал». Детям дарит сказочный день, полный впечатлений и радости. Мероприятие началось с театральной премьеры. Юные актеры инклюзионного театра студии «Маленький принц» подарили зрителям сказку «Звездочка». Молодые звезды театра сыграли с душой и встретили восторженный шквал аплодисментов. Всех гостей праздника ожидало участие в разнообразных мастер-классах. Ребята с радостью разбежались по разным площадкам. Одни мастерили подарки своим близким, другие рисовали новогодние открытки. Чтобы гости могли запечатлеть этот сказочный день, организаторы подготовили несколько фотозон. Дети с радостью фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, а любители животных делали памятные снимки с символом предстоящего года – самоедами и хаски. В это время на сцене проходила концертная программа, конкурсы и веселые игры. Как тебе сегодняшний праздник? Отлично. Хорошо, атмосфера хорошая, празднично все. Вообще весело. Классный. Крутой. Очень хорошо. И очень-очень много праздничного настроения. Потому что Дед Мороз может подарки дать. Что ты хочешь пожелать всем? Здоровья и чтоб у них было много игрушек. Счастья и добра. Очень-очень много подарков и сюрпризов, и хорошего настроения. Хорошего Нового года. Чтобы они радовались и получали хорошие подарки. Всем счастливого Нового года и хорошего здоровья. Фонд Харасхал благодарит всех, откликнувшись в организации и проведении волшебного праздника. Ежегодно благотворительный фонд Харасхал поздравляет самых активных молодых подопечных фонда и дарит им поездку в Великий Устюг на день рождения главного волшебника страны Деда Мороза. Напомним, поездка реализуется в рамках проекта «Новогодняя сказка». В этом году путевку в Великий Устюг получили 6 школьников. Более 2 лет, и каждый ребенок занимается в какой-то либо студии, у нас, или в каком-то проекте у нас очень активно принимают участие, поэтому фонд решил их поблагодарить, за их активное участие, то, что они всегда с нашим фондом. Ребята поехали с инклюзивной театральной студии «Маленький принц», со спортивного проекта «Спорт вместе по-настоящему». Поехали участники семейно интегрированной школы «Ласточка». И такой мы дружной компанией отправились на день рождения в отчину Деда Мороза. Давайте поближе познакомимся с ребятами, которым удалось совершить волшебное путешествие в отчину Деда Мороза. Вы побывали на дне рождения самого главного волшебника. Что интересного происходит там? Там происходит как они елку зажгли. И мне очень понравился салют. Увидели, какой дом у Деда Мороза, где он кушает, где он спит. Он сразу нас узнал, мы пофотографировались, поздравили его, в зоопарк ходили, фоткались. Деда Мороза есть такой колокольчик, и когда он так делал, мы загадывали желание. Как уже показала практика реализации проекта «Новогодняя сказка», он идет на пользу детям. Ведь все знают, что такие сказочные и волшебные моменты только укрепляют эмоциональное здоровье наших детей.
Новый год исполняются все желания, ведь это самая волшебная пора. Больше, чем подарков под елкой, дети могут мечтать только о встрече с настоящим Дедом Морозом. Кого вы ждете? Деда Мороза. Деда Мороза? Почему Дед Мороза называют главным волшебником страны? Не знаю. Подарки всем дарит. Ходит, счастье всем дает. Потому что он исполняет желания, твои подарки дает, и он очень добрый. И так как все желания должны быть исполненными, Дед Мороз из Великого Устюга приехал в наш город, чтобы порадовать детей. Дедушка вместе с Чисханом, якутской зимой и с Кышбабаем из Татарстана посетил детей Республиканской коррекционной школы-интернат и порадовал всех своим визитом. Какие у вас впечатления от встречи с Дедушкой Морозом? Очень хороший. Очень. Он такой высокий. Двухметровый. Да. Я впервые знаю, что есть татарский Дед Мороз. Да, я тоже. Потом Кышбаба. Мы стоим и думаем, кто такой золотой Дед Мороз. Почувствовали ли вы волшебство от встречи с Дедушкой Морозом? Да! Потому что он как-то же пробирается в наши дома и кладет наши поделки и подарки. После этого проходил утренник с благотворительным фондом Харысхал. Какие у тебя впечатления от встречи с Дедом Морозом? У меня впечатления очень хорошие. Я рада, что он пришел, он очень добрый, их много пришло. Там пришел якутский Дед Мороз, Снегурочка, русский Дед Мороз. Каким ты представлял Дед Мороза до встречи с ним? Я представлял его высоким, белым и очень, в костюме красивым. И так оно и вышло. Я его сегодня таким и увидел. Большим, как обычно, с длинной тростью. Веселым. Борода у него какая-то не настоящая была. Но все равно думаю, что это настоящий Дед Мороз. Каким ты представляла себе Дед Мороза до встречи? Таким и представляла, как он пришел. Только немного пониже. Кроме того, дедушка посетил и антикафе «Трапезная», где нам и удалось задать ему пару вопросов. Сколько писем в году вам примерно пишут дети? Писем приходит очень много. У меня ведь целая почта своя. Каждое письмо доходит. Ну и, конечно же, ответ посылаю непременно. И ответ мой тоже до адресата доходит. У меня же не почта России. Как все подарки умещаются в ваш огромный мешок? Мешок у меня на самом деле не очень большой. А подарки там появляются постоянно, потому как мешок-то волшебный, непростой. Сколько вам лет на самом деле? А на самом деле, сколько белый свет стоит, столько и лет мне. Что вам в Якутии больше всего нравится? О, мороз нравится, мороз, ведь в Якутии начинается зима. И именно отсюда мы везем кристалл холода, который завозим потом в каждый дом. Верьте в волшебство и новогоднюю сказку, ведь мечты и желания имеют свойство исполняться. С новым 2018 годом! Все дети имеют одинаковые права, независимо от цвета кожи, пола, возраста, особенностей или религии. Они имеют право на равный доступ к образованию, на защиту от дискриминации и на полноценную семью. Перед детьми стоят много преград, но если мы будем соблюдать их права и создавать им условия для их реализации, они смогут достичь многого. Каждый ребенок особенный. Все дети равные. Узнайте больше на сайте perspektiva-inva.ru.
можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, 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 нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. как ему с этим временем быть? Жить, 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 жить. Просто жить.